Энергосбор Южная Якутия запустят 3 проекта с объемом инвестиций в 2,5 миллиарда рублей. Их планируют запустить до конца года. По соглашениям, подписанным с Корпорацией развития Дальнего Востока, на 3 предприятиях будет создано более 110 рабочих мест. Один из 3 проектов – компания ТФМ Якутия, которая специализируется на предоставлении лизинговых услуг. Проект коснется аренды техники для проведения работ на горнообогатительных комбинатах Инаглинский и Денисовский компании «Колмар». Следующий проект по организации полного комплекса горных работ по добыче каменного угля открытым способом реализует компания «Алмаз». Предполагается, что годовые объемы добычи предприятия составят 360 тысяч тонн. Третий проект Красноярской строительной компании связан с предоставлением строительных услуг, в частности, землеройных работ. Получатели земли по программе «Дальневосточный гектар» ждут расширения условий программы, которые, в частности, позволят досрочно оформлять участок в собственность. Это поможет многим из них быстрее реализовать планы и построить на полученной земле жилье. Отметим, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о расширении перечня случаев досрочного предоставления земельных участков на Дальнем Востоке в собственность гражданам. В частности, предлагается установить, что земельный участок может быть предоставлен в собственность гражданину ранее, чем через 5 лет, если он взял кредит на строительство на такой земле жилого дома. Кроме того, предлагается разрешить предоставлять залог банка участок, полученный по программе. Значительный рост по добыче природного газа ожидается в Ленском районе Якутии в связи с полным заполнением магистрального газопровода «Сила Сибири». Уже в 2020 году в районе будет добыто 4 миллиарда 800 миллионов кубометров газа. Это в 5,5 раз больше, чем в 2019 году. К 2024 году этот показатель вырастет многократно и составит уже 26 миллиардов кубических метров. Также, согласно прогнозу социально-экономического развития, на ближайшие 4 года объем добычи нефти по оценкам текущего года составит более 10 миллионов тонн, а к концу 2024 года увеличится до 11 миллионов 700 тысяч тонн. Якутнедра планирует провести в ноябре 2 аукциона по углеводородным участкам, расположенным на территории республики. Речь идет о северо-Алгуйдахском участке в Мирнинском районе и о южно-Березовском участке в Алекминском районе. Ресурсы нефти, зафиксированные на северо-Алгуйдахском участке, составляют свыше 49,5 миллионов тонн. Ресурсы газа – почти 99 миллиардов кубических метров. Стартовый платеж составляет 64 миллиона рублей. Стартовая цена по Южно-Березовскому участку установлена в районе 17 миллионов рублей. Суммарные ресурсы нефти зафиксированы в размере 4 миллионов тонн и ресурсы газа составляют 35 миллиардов кубических метров. Как следует из тендерной документации, по обоим участкам не зафиксированы месторождения углеводородов. Однако отмечается, что непосредственно к северу от Южно-Березовского участка находится Бысахтахский лицензионный участок с расположенным на нем месторождением. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября. Компания «Селегдар» добыла 5 тонн золота в Якутии. Добиться подобного результата предприятиям группы удалось на 20 дней раньше, чем в прошлом году. В руководстве компании отметили тщательную подготовку к текущему сезону, что и привело к увеличению общей производительности по группе. В частности, на якутском активе ГРК Нижнеякокитский начала работу новая котельная для подогрева рабочих растворов, а также к текущему промсезону специально подготовлены основания карт для кучного выщелачивания. Мечел объявил об отказе от моратория на банкротство, следует из сообщения компании. Таким образом, он сможет произвести выплату дивидендов за 2019 год, которая была отложена из-за запретов на процедуры выкупа акций и выплаты дивидендов согласно мораторию. Напомним, в начале июля Совет директоров Мечел рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлый год свыше 482 миллионов рублей. В то же время доход по привилегированным ценным бумагам выплачивался в полном объеме. Социальные выплаты и пособия жителям Якутии будут перечисляться только на карты национальной платежной системы МИР. Как сообщили в пресс-службе Минтруда Якутии, получателям соцвыплат до 1 октября необходимо обратиться в свои банковские организации и оформить такую карту. Далее предоставить реквизиты счета в управлении соцзащиты по месту жительства. После 1 октября социальные выплаты на другие карты не смогут быть зачислены. В их числе выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
дотации и государственные пособия гражданам, имеющим детей, установлена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Современные трудовые мастерские появятся в коррекционных школах Якутии благодаря нацпроекту образования. В этом году планируется оснащение 2 школ и выделено свыше 15 миллионов рублей. Уже проведена закупка, открытие мастерских планируется до конца этого года. Всего субсидии по нацпроекту до 2024 года получат 14 школ, где обучаются порядка 2000 детей. Это были новости экономики. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.